Всем привет! Я вот задумался, а что делает книгу-бестселлер бестселлером? Может быть, не только содержание, но и жанр, в котором она написана? Или может быть количество страниц? Давайте же проведем анатомию бестселлеров. Среднее количество страниц бестселлеров 375. Книги с женщиной-протагонистом имеют больше шансов стать успешными. Однако мужчины предпочитают читать книги с мужским главным героем. Главный персонаж бестселлера часто является адвокатом или детективом, а дело происходит в Америке. Давайте возьмем три книги. Первая 1811 года под названием «Разум и чувства» за авторством Джейн Остин. Вторая 1937 года называется «Хоббит» Джона Толкина. И третья «Сумерки» Стефани Майер, вышедшая в 2005. А теперь посмотрите, как падает среднее использование количества слов в предложениях с 23 до 9, точек с запятыми с 13 до 1, и как поднимается использование знаков вопроса с 3 до 10. Самые популярные жанры среди бестселлеров – это любовные романы, которые делают почти $1,5 миллиарда только в США. Детективы и мистика откусывают $728 миллионов от общего пирога. Религиозные и мотивационные жанры делают 720 лямов. Научная фантастика и фэнтези – 590 миллионов. Ужасы – всего $79 миллионов. В период между 1994 и 2008 годом любовные романы составляли от 5 до 9% от общего числа бестселлеров. В 2012 году их уже было 25%, а в электронном виде на том же Амазоне любовные романы – это 40% всех продаж электронных книг. Любовные романы большинство людей дочитывает до конца. Меньше всего шансов быть дочитанной у религиозной литературы. Хоть и любовные романы настолько популярны, опросы говорят об обратном. Когда людей спросили, какого жанра книги вы больше всего читали за последний год, то ответы были такими. 47% опрошенных сказали, что это была мистика или же детектив. 33% читали исторические книги и биографию. Мемуары читали 31% опрошенных, а вот любовные романы лишь 28%. И, как мы видим, меньше всего читают вестерны. Истории с Дикого Запада интересуют 7% опрошенных людей. Самые огромные книжные рынки в мире – это США, Китай, Германия, Франция, Великобритания и Япония. 60% всех мировых покупок книг приходится именно на эти страны. И, кстати, печатные книги все еще популярнее электронных – 80 к 20. Если понравился выпуск, то подписывайся на канал.